Здравствуйте, я приветствую вас в программе «Крупным планом» на телеканале СТВ. Меня зовут Алина Полянская, и сегодня гость в нашей студии председатель комитета по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по городу Сибай Альбина Маратовна Каримова. Добрый вечер, Альбина Маратовна. Добрый вечер, Алина. Добрый вечер, сибайцы. Мы с вами будем обсуждать очень важные, очень актуальные вопросы. А я хочу напомнить нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете задать все волнующие вас вопросы нашему гостю по телефонам прямого эфира 5 14 94 и 5 14 95. Я еще раз повторю, 5 14 94 и 5 14 95. Все они активированы и готовы принимать ваши сообщения. Альбина Маратовна, если коротко, чем занимается комитет по управлению собственностью? Основными функциями Комитета по управлению собственностью является управление и распоряжение муниципальной собственностью, государственной собственностью Республики Башкортостан, а именно предоставление в аренду объектов недвижимости, земельных участков, продажа их в собственность. То есть, если есть какое-то здание, и я знаю, что оно принадлежит городу, да, то мне, собственно, к вам по поводу того, что если я хочу его или купить, или арендовать, или получить для получения участок. консультации вы обращаетесь к нам, но решение однозначно принимает глава. Муниципалитет. Да. Что касаемо льготных категорий граждан, то есть везде есть, да, есть льготы по налогообложению. Здесь также есть какие-то категории граждан, которые могут рассчитывать на льготное получение, бесплатное получение земельного участка? Да, данная норма у нас регулируется законом Республики Башкортостан о регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан. Именно статьей 10 определено у нас категории граждан, которые могут получить бесплатные однократно земельные участки. Значит, данная норма у нас действует с ноября 2011 года, и изначально у нас было 5 льготных категорий граждан, которые могут получить бесплатно земельные участки. Значит, это категория многодетные семьи, семьи, имеющие ребенка-инвалида, молодые семьи, работники, граждане, которые работают в бюджетной сфере, и нуждающиеся. То есть, по идее, если я не ошибаюсь, учителя считаются работниками бюджетной сферы. И да. Учителя имеют право получить бесплатно земельные участки. Но данная норма действовала до июня 2014 года, когда в закон Республики Башкортостан внесли изменения. И у нас осталось 4 категории граждан. То есть сегодня у нас исключена как раз-таки категория бюджетников, потому что они в данном случае могут получить земельный участок и как нуждающиеся, если действительно они нуждаются, нужно стать на очередь в администрации как нуждающимся в жилом помещении и получить земельный участок непосредственно как нуждающийся, или как молодые, если возраст не достиг 35 лет. А вы, кстати, по части достижения возраста, если здесь как мне хотелось бы понять, например, мне 33 года, я подала, да, все документы, все, я встала на очередь движется очень долго, мне уже 35 исполнилось, 36 и 37, и вроде как должна дойти очередь. Я по достижению 35 лет выпадаю или... Как раз данная норма прописана в законе о регулировании земельных отношений, там четко прописано в том, что многодетные семьи, дети которых достигли 18 лет, и молодые семьи, супруги, которые достигли 35 лет, они остаются. То есть их с очереди не снимается. Не вина в том, что, допустим, гражданин, который подал заявление в 2013 году, и мы до сих пор не предоставили земельные участки, это не их вина, и они остаются в очереди. Земельные участки когда-нибудь будут предоставлены. Они и не выпадают, и не двигаются вниз. То есть как вниз есть, я там 35-я, да, я так и буду 35-я шагать. Да, то есть по мере предоставления вы будете только подниматься. Вниз очередь у нас не двигается. Ясно. А как вообще ведется учет этих граждан, претендующих на льготное предоставление земельного участка? Возможно ли отслеживание этой очереди? Да, учет граждан у нас ведется в автоматизированной, единой автоматизированной системе по Республике Башкортостан. Она называется «Учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях». Учет граждан у нас осуществляется на основании протокола. То есть у нас рассматривается комиссия заявлений граждан. В течение 30 дней составляется протокол. На основании этого у нас вносится в программу АИС. Она идет по республике. И ставится на учет, и эта информация потом размещается, и ее можно проследить, получив пароль доступа непосредственно в администрации. Но это получается такая же, как электронная очередь в садик, да? Да, такая же электронная очередь, да. Единственное, что в садик там пароль доступа там можно посмотреть по номеру свидетельства, а у нас пароль нужно получить, и свою очередь непосредственно можно проследить. А через сайт госуслуг возможно как-то это зарегистрироваться? Потому что сейчас все переходят... В сайте на
госуслуг у нас этого информации нет. Мгм. Будем размещать, если будут нам непосредственно указания, непосредственно размещаться на Руководство, да. сайте госуслуг. И еще хочется сказать, что данные о предоставлении земельных участков у нас публикуются в газете, перечень земельных участков публикуется, и, соответственно, можно проследить очередность и, соответственно, сколько человек, то есть для каждой категории отдельно. Мгм. Я напоминаю нашим телезрителям 514-94 и 514-95, это телефоны прямого эфира, у вас есть уникальная возможность не ждать там определенного дня приемного, а прямо сейчас задать все волнующие вопросы Альбине Маратовне. Альбина Маратовна, вот вы можете рассказать статистику очередности и, соответственно, поделиться информацией предоставления земельного участка льготным категориям граждан? Потому что это такой самый вот многодетный, Самый больной да, вопрос сегодня, да, именно в предоставлении земельных участков. Значит, с момента вступления закона в силу, то есть с ноября 2011 года, у нас всего количество льготников 1757. То есть это всех, кого мы поставили на учет как нуждающиеся. И с того же периода у нас предоставлено земельных участков 557. То есть сегодня, на сегодняшнюю дату, на 5 ноября, или сегодня у нас, вот на 5 ноября я говорю всю статистику, у нас получается сегодня 1200 стоит на очереди. граждан, которые стоят на очереди, которым земельные участки не предоставлены. Действительно, если рассмотреть статистику предоставления земельных участков, то мы в 2012 году выдали 209 земельных участков, в 2013 250, а вот снижение темпа у нас пошло 2014-2015 год. Скажу, значит, здесь информация такая, что в 2012 году, ну чуть пораньше, мы начали освоение нового поселка микрорайон Восточный. Значит, там практически большинство земельных участков было предоставлено именно в этом микрорайоне. И на сегодня у нас завершилось предоставление в этом микрорайоне земельных участков, и земельных участков нет. Поэтому главой администрации непосредственно очень жестко стоит вопрос о том, чтобы изыскивать земельные участки именно для льготных категорий граждан. И вот даже когда мы начали, у нас формировались новые земельные участки в микрорайоне Аркаим, мы основную долю предоставили вот в 2015 году льготным категориям граждан, вот именно 65 земельных участков. Но у нас в данном случае мы не предоставляем, пока вот в 2014-2015 году у нас не было предоставления земельных участков по другим категориям, как нуждающиеся, молодые и бюджетники, оставшиеся бюджетники, которые... То есть пока вот до 2014 года предоставлялись всем, да? Всем, а в 2014 и 2015 да, некоторые выпали. Да, к сожалению, значит, земельных участков очень мало. И мы вот выдаем пока именно вот двум категориям граждан, самым масштабным категориям граждан, которые контролируются и правительством Республики Башкортостан. Это? Это вот многодетным семьям и семьям, имеющим ребенка-инвалида. Вот. А с чем это связано? Территория Сибая маловато, нам надо Да, расти куда-то? территория Сибая у нас сегодня, к сожалению, ограничена. И главой администрации совместно вот с Комитетом по управлению собственностью, с Министерством земельных и имущественных отношений рассматривает варианты выделения земельного участка в Баймакском районе. Поскольку законом о регулировании земельных отношений норма такая предусмотрена, что в городских округах, где территория ограничена и где нет возможности предоставить земельные участки, возможно предоставление в близлежащих районах. Значит, сегодня даже если рассматривать, вот у нас нуждающихся 1200 по всем льготным категориям граждан, да, то если умножить на 1000 квадратных метров, это вот 10 соток, которые мы даем гражданам, то это уже нам надо 120 гектар земли, чтобы предоставить всем земельные участки. Таких земельных участков, такого поля у нас действительно нету. И поэтому мы сегодня вот с Баймаком на эту тему работаем непосредственно через Министерство земельных и имущественных отношений. Мы создали рабочие группы Сибая и Баймака, которые периодически встречаемся, выезжаем, рассматриваем, значит, земельные массивы. Сегодня мы как бы работаем по 3 земельным массивам. Я пока не буду называть, чтобы не было ажиотажа, да, по 3 земельным массивам, но мы не можем найти согласие с, значит, руководством Баймакского района. Дело в том, что там, где предлагает Баймакский район, не устраивает Сибай, а там, где предлагает Сибай, не устраивает Баймак. Но дело в том, что мы Низы сегодня... не могут, верхи не хотят. Да. Дело в том, что
Мы бы, конечно, с одной стороны, чтобы вот снизить спрос, ажиотаж и так далее, могли бы пойти там на любые уступки, значит, согласиться с тем земельным участком, который нам предлагает Баймакский район. Но дело в том, что здесь надо учитывать отдаленность от города Сибая и социальные условия. Вот смотрите, непосредственно, когда, значит, мы будем предоставлять земельные участки в Баймакском районе, то житель, то есть семья, становится непосредственно жителем Баймака. То есть они уже не сибайцы. Они уже не сибайцы. И получается, что социалка вся уходит в Баймак. То есть больница в Баймаке, школа в Баймаке, а это 30 километров, которые нужно будет... Подождите, а вот очень интересно получается, то есть по сути, да, мы растем, ну, в какую-то сторону, в Баймакский район, да, и это как бы вот, ну, город, и вроде бы еще город, но уже не Сибай, да? Это будет что, отдельный поселок тогда образовываться? Да, непосредственно поселок. Но мы предлагаем для того, чтобы вопрос, кроме того, что вот социалки, еще же у нас коммуналка, то есть мы должны сегодня построить сети водоснабжения, водоотведения, электричество, провести газ. Все это стоит больших денег. Но относится это, получается... Будет на территории Баймакского района. Но ответственность сибайская? Естественно. И, соответственно, вопрос, когда мы решали вопрос, нужно будет заключать соглашение, кто непосредственно будет даже вот зимой чистить дороги, допустим, да. То есть здесь очень много таких вопросов, которые нельзя решить одним днем. С кондачка не решаются. Да, поэтому это нужно выходить на уровень правительства, решать на правительственном уровне. Мы вот эту работу делаем, но сегодня нам нужно определить массив. Вот тот массив, который мы хотим, это в районе, значит, деревни Давлетова за Аркаимом. Там участок непосредственно прилегает, и там есть 200 гектар. И вот мы предлагаем совместно для льготных категорий граждан и Баймака, и Сибая выделить этот массив, и как раз мы удовлетворим требования и Баймакского района, потребность, да, и сибайцев. Ну вот единственное, что этот вопрос, наверное, будем решать через правительство. Ну вот видите, друзья, тут был создан такой ажиотаж по поводу вот этих вот участков, но оказывается, все не так просто, и на месте этот вопрос не стоит. Ну да, конечно, государственная машина раскручивается довольно тяжело. Чтобы в соответствии со всеми законами, нормами и прочим. Я хочу напомнить, 514-94 и 514-95, это телефоны прямого эфира, задавайте свои вопросы. Альбина Маратовна, а вот какие документы нужно для того, чтобы оформить этот участок? Значит, перечень документов, которые сегодня необходимо предоставить, определен в статье 11 Закона о регулировании земельных отношений. Там перечень очень большой для каждой категории граждан. Поэтому, значит, перечень документов, которые необходимо принести, вы можете, прочитав в статье 11 Закона о регулировании земельных отношений, получив непосредственно консультацию в Комитете по управлению собственностью, 210-й кабинет, а также у нас есть стенд, конкретно с конвертиками, где, значит, для каждой категории граждан есть перечень документов, которые необходимо предоставить. Вот к нам поступают вопросы. Значит, почему пустует здание бывшей зубной поликлиники возле адреса Ленина, 38, двухэтажное здание? Так, Ленина, 38, это здание теплопункта. Значит, там на первом этаже теплопункт, второй этаж у нас пустует. Но данный объект является собственностью ООО «Башртс» город Уфа. И непосредственно по всем вопросам, какие-либо в связи с чем он пустует и так далее, нужно непосредственно обратиться к ним. И второй вопрос. В связи с чем появилась кадастровая стоимость земли? Никаких реформ не было. Ну, немножко мне непонятен вопрос. Вопрос очень понятен. Да? Это очень больной вопрос, да, сегодня особенно связанный с земельными участками. Кадастровая стоимость земельного участка появилась в связи с внесением изменений в Земельный кодекс Российской Федерации. Кадастровая стоимость это является объектом налогообложения и объектом, значит, для исчисления арендной платы земельных участков. Кадастровая стоимость у нас утверждается постановлением правительства Республики Башкортостан. Заказчиком подрядных работ, которые осуществляет по кадастровой оценке, является Министерство земельных и имущественных отношений. Она, соответственно, утверждает. И все это утверждается постановлением правительства Республики Башкортостан. Но дело в том, что сегодня, значит, кадастровая стоимость у нас очень высокая. И с чем это связано? Ну вот это такая методика, методика определения, потому что мы непосредственно связывались и с подрядчиками работ,
значит, спрашивали, почему такая кадастровая стоимость земельных участков. И они То нам... есть эти цифры берутся не с потолка и не Это вами? не с потолка, значит, там собираются определенные сведения, да, по земельным участкам, непосредственно направляются в эту организацию. У них есть такая программа, которая рассчитывает удельный показатель кадастровой стоимости, и, соответственно, она рассчитывается. Ну, а вы вот можете сказать, ну, что может, какие факторы могут повлиять на повышение кадастровой стоимости? Это там удаленность, расположение? Да, вот я созванивалась, мы как бы, значит, непосредственно с этой организацией работали и спрашивали, какие коэффициенты они учитывают непосредственно для определения кадастровой стоимости. Там, значит, отдаленность от Уфы, отдаленность от центра и наличие газификации. Ну, от Уфы-то мы очень далеко. Да, от Уфы очень далеко, поэтому по сравнению с Уфой у нас удельные показатели ниже, соответственно, а вот от отдаленности центра... Центра Сибая. От центра Сибая, да, и наличие газификации. Ага. Вот. То есть выгоднее брать где-нибудь на отшибе в надежде, что, ну, то есть кадастровая стоимость будет низкая, а постепенно там газ и вода дойдут, кадастровая стоимость вырастет или она останется на том уровне, вот как была при... Ну, в принципе, хочу сказать, что сегодня земельных участков, в которых нет газификации, практически не существует. И что хочется сказать насчет отдаленности. Дело в том, что отдаленность сегодня как раз-таки у нас и кадастровая стоимость по отдаленным поселкам, она довольно-таки повышается по отношению к центру. Поскольку центр у нас практически стабильно остается в таком же состоянии, то положение от центра очень тяжелое. Особенно вот касается Аркаим, поселка Золото. Там в Аркаиме раньше выделялись земельные участки по 20 соток, и, соответственно, удельный показатель очень, как сказать, он на уровне, но если умножить на площадь, то кадастровая стоимость очень большая получается. И, соответственно, и земельный налог, и арендная плата за землю очень большая. Было очень много жалоб в данной ситуации. И вот по новой кадастровой оценке, которая будет с 1 января 2016 года, мы тоже, значит, работали непосредственно с подрядчиками выполненных работ по кадастровой стоимости. И там, соответственно, тоже есть рост небольшой. Есть. По сравнению с центром, если центр практически остался на уровне, то Аркаим опять выросла. А вот смотрите, допустим, я многодетная, да, мама, там, у меня многодетная семья, мы получаем участок, ну, все документы прошли, очередь наша дошла, вот идеальный вариант, да, мы получаем этот участок в собственность сразу или в аренду? По льготным категориям вы получаете в общедолевую собственность всех членов семьи. То есть, если у вас 5, ну, 7, как многодетная семья, да, минимум 5. Да, минимум 3. 3 ребенка и мама, и папа. То есть ну 5 да, человек, 1/5 долю на каждого. Если 4 уже в ребенка, собственность, прям вот это вот зеленка, вот это да, все. Потому что, насколько я знаю, есть же такая практика, когда земельный участок сначала дается в аренду, пока там не появится здание. Нет, здесь идет бесплатно, однократно именно в собственность. А есть такие случаи, когда вот многодетные семьи получают такой участок, ничего не строят, ну, как бы, хотя и заявляли о том, что реализуют, потому что они, ну, приобретается он по кадастровой, то есть получается он бесплатно, а продается по рыночной. Продается по рыночной. Были такие случаи? Были такие случаи, особенно до внесения изменений в норму права, где в общедолевую собственность, когда непосредственно предоставлялся одному гражданину, допустим, или маме, или папе, то они сразу же практически продавали земельный участок. Очень большая была статистика продажи земельных участков. А на это повлиять никак невозможно? Нет, это в собственности, он имеет право распоряжаться так, как он хочет. Ну, то есть норма права не закреплена, могу решать по-другому, да. А сейчас, когда в общедолевую, там уже нужно согласие отдела опеки и попечительства, то есть эта норма закрепляется и за детьми, то есть и вот эта вот доля. По статистике снизилось количество? По статистике снизилось. Перестали продавать, Нет, стали продавать строиться? не перестали. Продавать не перестали, но продать немножко сложнее. Сложнее стало. Да. А то я думала... Махнут рукой, нет, буду строиться. Будем строиться, в общем-то, это бы решил, конечно, личный вопрос. Так, напоминаю, 51494 и 51495 это телефоны прямого эфира. Спасибо, что вы реагируете на нашу беседу и задаете вопросы. Могу ли я получить бесплатный участок в собственность для постройки гаража? Ну, вот тут ни телефона, ничего.
не указано. Тут каких-то других данных, льготная категория, не льготная. Ну, допустим, не льготная категория. Нет, льготная Нет, категория. льготная категория граждан именно идет для индивидуального жилищного строительства. Гараж здесь не рассматривается. Ну, то есть получите участок и стройте на нем хоть 5 гаражей. Да, но в соответствии с действующим законодательством сегодня бесплатно, то есть если ранее у вас было оформлено, предоставлено право на земельный участок, то его можно бесплатно оформить по дачной амнистии, а так только выкуп собственности. Если это в гаражном кооперативе, 0,3% от кадастровой стоимости, но это сумма в пределах 1000 рублей. То есть здесь бесплатности нет. Если вот сейчас хотите получить, то по результату ТАГу. Так, ну у нас уже очень много накопилось. Да, вот больных вопросов очень много. Пенсионерка, держу участок в саду номер 1, соседние участки заброшены. Могу ли я приватизировать соседний участок, если он заброшен? Тут идет тоже однократность, в принципе, в предоставлении земельного участка. По дачной амнистии, если есть справка о том, что он является членом садоводческого и огороднического товарищества, то вполне возможно. А чтобы точно вам получить эту информацию, необходимо обратиться в Комитет по управлению собственностью для получения разъяснений в кабинет 210. Приемные дни у нас понедельник, вторник и четверг. Так, следующий вопрос. При внесении в реестр кадастровая стоимость была одна. Потом в 2014 году она повысилась в 2 раза. В связи с чем так получилось? Именно земельного участка? Ну, видимо, да. При внесении в реестр кадастровая стоимость. Ну, видимо, если вы нас сейчас смотрите, можете уточнить этот вопрос. Да, дело в том, что у нас здесь речь о реестре не идет. Кадастровая стоимость у нас это общедоступная информация, которая размещена на сайте Росреестра. И изменения только по заявлению граждан или решению суда. Вряд ли она могла измениться. Здесь надо конкретно, значит, уже не в Комитет по управлению собственностью обратиться, а в земельно-кадастровую палату. И они вам должны разъяснить. А где она располагается? Она в здании многофункционального центра, Горького, 84, первый этаж. Газеты пестрят объявлениями, что продаются земельные участки в садах якобы по ИДЖС. Это на самом деле они по ИДЖС или развод? Такой вопрос. Да, действительно. Данная норма права в больших городах была рассмотрена, что земельные участки под садоводство и огородничество потом вполне возможно переоформить под индивидуальное жилищное строительство. Но в данном случае по Сибаю данная норма не распространяется, поскольку у нас генпланом предусмотрено, что сады будут садами, и, соответственно, в дальнейшем, чтобы построить дом и прописаться в садах, этого нет. По крайней мере, по настоящее время. Ну, я вот буквально тоже недавно слышала, что участок прилегает к поселку. Да, это будет 8-й сад где-то вот. Но... То есть, если человек приобретет такой участок в надежде, что он его потом сделает, ну, просто участком для индивидуального жилищного строительства, он не может на это рассчитывать. Ну вот, нет. Не попадайтесь в руки мошенников. Да. Еще вопрос. Я живу в Аркаиме, участок 20 соток. 10 соток освоила, остаток для покоса сена. Хочу продать вот этот остаток, 10 соток. Какие документы для этого необходимы и куда обращаться? Да, продажа вполне возможна, только здесь надо смотреть, земельный участок на каком праве находится, на праве собственности или все-таки в аренде. Дело в том, что если земельный участок находится на праве собственности, то заявитель может разделить земельный участок на 2. Нужно заказать межевание земельного участка, постановку на кадастровый учет, и, соответственно, когда у него появляется 2 объекта, он один может продать. Если речь идет об аренде, то здесь другая процедура. То есть, если он отказывается от земельного участка, то предоставить земельный участок можем только мы и по результатам торгов. Ага. То есть он просто говорит, мне не нужны эти 10 соток, да, город их отрезает и распоряжается. Да. Ну он же арендует, да, и он будет платить аренду меньше, город получается. Тут не отрезать, то есть тут заявитель, только он должен отмежевать земельный участок и отказаться от прав на земельный участок. То есть он оформляет право на свои 10 соток. Ага. А может человек вот этот участок, продать муниципалитету? Не частным лицам, а муниципалитету. Если только в собственности. Ну, если в собственности, да. Если земля в аренде, то собственник государства. Это государственная это собственность. понятно, нет. А допустим, если земельный участок в собственности, если, в принципе, администрации это нужно, то она может купить. Таких случаев очень редко. Я так понимаю, что... Нет, смотрите, по сути, администрации это нужно, потому что эти участки можно также многодетным, льготным категориям гражданам передать, нет?
Покупать нет. То Не есть есть будет другие. муниципалитет? Нет, скорее всего нет. Мы можем только изымать для государственных и муниципальных нужд по рыночной цене. То есть мы делаем оценку в том случае, только если это нужно для государственных или муниципальных нужд. Например, там провести дорогу нужно, да? Да, если она дорогу, пролегает по там, этому да, участку. или мешает какой-то земельный участок для строительства какого-то Социального социального объекта. объекта, там вот в таких случаях, да. Ну что, смотрите, какая у нас динамичная беседа с вами, Очень Альбина Маратовна. приятно, что нас 5-14-94 смотрят. и 5-14-95, это телефон прямого эфира. У нас осталось буквально 3 минутки. Попробую задать все вопросы. Но хочу И у сказать, меня есть уважаемые пожелание. телезрители, да, хочу сказать, что если вы не услышали свой вопрос, будьте уверены, мы все их передадим Альбине Маратовне, и впоследствии посредством информационных программ, новостных программ вы обязательно услышите ответ. Так, будет ли льготная очередь для получения участка для учителей? Ну, мы уже говорили, Да, об этом говорим. что проработал 25 лет, не имеет своего жилья. Ну, если только правительство распорядится Да, только вернуть. 4 льготных категорий граждан. Ну, и это на вопрос торгах. не к Альбине Маратовне, Да. это вопрос скорее к правительству. Да? Будет ли приватизировать земельные участки в садах для строительства жилья? Ну, тоже уже Да. ответили, что пока нет. В связи с чем пустует здание школы номер 4? Такой вопрос. Ведаете такими Да, вопросами? здание школы номер 4, значит, у нас там ранее располагался торгово-экономический колледж. Это здание непосредственно для колледжа и формировалось, то есть освобождалось. Но сегодня школы там пока не будет, поскольку оно не соответствует уже нормам. Здание очень старое, и сегодня, скажем так, решается вопрос или его дальнейшей продажи, или, значит, будем рассматривать вопрос размещения какого-нибудь в будущем учебного заведения, но пока пустует. Пока требует ремонта. То есть сейчас Да, небезопасно учиться там да, детям. то есть оно требует ремонта для того, чтобы сегодня школа там, и если в принципе у нас не будет хватать школ, если вот у нас демографическая ситуация пойдет, Взрыв произойдет. Да, вот в связи с тем, что у нас сегодня льготные категории граждан, особенно для многодетных семей, у нас, кстати, большой поток многодетных семей, они у нас появляются и появляются. То есть это стимулирует Это демографический рост? Да, стимулирует. Вот. Ну вот еще один вопрос. Могу ли я претендовать на бесплатный участок, как молодая семья, если однокомнатная квартира 33 квадратных метра, нас будет прописано 4 человека, я супруга и 2 детей? Может ли претендовать как льготный? Да, может, но больше как и нуждающийся, потому что норма у нас на одного человека 12 квадратных метров. Если он проживает в 30 квадратных метрах, то норма на 4,48. То есть он признается нуждающимся, соответственно, но у него в собственности не должен быть земельный участок. Гол как сокол должен быть, да? Да. Получается, ни кола, ни двора. Друзья, увы и ах, время нашего эфира подходит к концу. Я напоминаю, что сегодня гостем в студии была Альбина Маратовна Каримова, председатель комитета по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений. Альбина Марат, может быть, у вас какие-то пожелания будут гражданам? Да, гражданам, именно льготным категориям граждан, у нас, значит, прием заявления осуществляется через МФЦ. Там очень удобный график работы до 8 вечера, а также и работает в субботу. А также непосредственно гражданам, которые стоят на очереди. Вот у нас в последний момент, когда мы в 2015 году предоставляли земельные участки, столкнулись с такими проблемами, что человек, стоя в очереди 2-3 года, у него меняются реквизиты, да. То есть у него поменялся номер телефона, поменялось место жительства. Вот из 65 человек мы практически объявляли в розыск. То есть отправляли заявление в миграционную службу, выявляли, где они находятся. И вот одного мы до сих пор не нашли. То есть земельный участок висит. Поэтому в случае изменения телефонов, места жительства и так далее необходимо письменно написать заявление. И хочется все-таки пожелать гражданам набраться терпения, поменьше агрессивности, потому что тут не только наша проблема, проблема в целом республики. И, значит, во многих городах такая ситуация есть. Ну и, соответственно, в преддверии Нового года, когда у нас заканчивается год, хочу сибайцам поздравить с наступающим Новым годом, пожелать успехов, чтобы все плохое и негативно осталось в Новом году, а с собой Новый год все взяли. В старом году осталось, а в Новый год взяли все хорошее. Ну что ж, вы самые первые из всех поздравляете наших горожан с праздником. Хорошая традиция. С вами была программа «Крупным планом». Я Лина Полянская. Всего доброго, мира и добра вам.